Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Боевики исламского государства атаковали город Киркук на севере Ирака. Нападению подверглись госучреждения и полицейские участки. Власти Киркука связывают эту атаку с наступлением на Мосул. Они нападали и на женщин, и на мужчин, разрушали дома и оставляли детей сиротами. В Кыргызстане не могут найти подлинник Конституции. Депутаты парламента решили изменить ее текст. Но главный закон страны бесследно исчез. Интересно, если подлинника нет, то по какой Конституции мы живем? Таджикских отцов призывают давать своим дочерям образование, прежде чем выдать замуж. В республике впервые прошел конкурс «Я горжусь своей дочерью», организованный ООН. Для нас было очень важно объявить этот конкурс именно среди отцов, чтобы посмотреть, насколько отцы готовы, заинтересованы поддержать своих дочерей в жизни. В Литве проходит благотворительная акция помощи малоимущим. В ней нуждается каждый третий житель страны. За 2 дня волонтеры собрали 1000 тонн продуктов. Литва уже является таким государством, в котором достаточно пищи для всех. Но, к сожалению, эта пища не всегда распределена поровну. Многомиллионные заработки после собственной смерти. Опубликован ежегодный рейтинг доходов скончавшихся мировых знаменитостей. 4-й год подряд в нем лидирует Майкл Джексон. Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков исламского государства в городе Киркук на севере Ирака. Нападению подверглись правительственные учреждения. Власти Киркука связывают эту атаку с наступлением иракских войск на Мосул. Боевики, по мнению экспертов, надеются, что часть наступающих сил будет переброшена в Киркук и наступление на Мосул будет ослаблено. Напомним, что наступление на Мосул, начавшееся 5 дней назад, ведут иракские формирования и курдские ополченцы. Их поддерживает авиация антитеррористической коалиции во главе с США. Город Мосул – это последний в Ираке оплот исламского государства. Если он падет, то можно будет считать, что ИГИЛ в Ираке разгромлен. Буквально перед началом записи нашей программы стало известно, что наш коллега из иранской службы «Радио Свобода» Расул Махмуд, который находится в зоне боевых действий в Ираке, был ранен. Вы видите кадры, которые он успел снять незадолго до ранения. На видео иракские войска и бойцы курдского ополчения освобождают от боевиков одну из деревень. Бой идет в окрестностях Мосула. Подробности о ходе операции международной коалиции у Екатерины Бучневой. Боевики группировки «Исламское государство» в Ираке перешли в контрнаступление. Сегодня они атаковали город Киркук, расположенный в нефтедобывающем районе на севере страны. Боевики захватили несколько правительственных зданий и напали на электростанцию. Погибли 6 иракских полицейских и 2 иранца, проводивших ремонтные работы. Бойцам курдского ополчения Пешмерга удалось вытеснить исламистов с занятых позиций. Сейчас под контролем боевиков остаются отели и мечеть. Нефтяные вышки не пострадали. В городе введен комендантский час. Тем временем силы коалиции продвигаются ближе к Мосулу, главному оплоту ИГИЛ в Ираке. Накануне правительственные войска заняли несколько десятков деревень на подступах к городу. Местные жители встречали бойцов как освободителей и рассказывали о зверствах исламистов. Они не ценили человеческую жизнь, они были кровожадными и не имели ни жалости, ни достоинства. Они нападали и на женщин, и на мужчин, разрушали дома и оставляли детей сиротами. Сегодня же в Женеве проходит спецсессия Совета ООН по правам человека. По данным правозащитников, боевики ИГИЛ намерены использовать мирных жителей в Мосуле в качестве живых щитов. Из окрестных деревень в город насильно доставлены более 500 семей. ООН также начала расследование убийств десятков местных жителей. Всего в Мосуле, по разным данным, остается от 200 до 400 тысяч гражданских лиц. Их призывают покинуть город до начала боевых действий. Обсуждали в Женеве и Алеппо. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раат Аль-Хусейн назвал его бомбардировки военными преступлениями исторического масштаба. Вооруженная оппозиция продолжает обстрелы жилых районов западного Алеппо, но подавляющее большинство жертв среди мирных жителей вызвано неразборчивыми бомбардировками восточных районов силами правительства и его союзников. Эти нарушения представляют собой военные преступления и, как часть систематических атак на мирных жителей, преступления против человечества. Ранее Россия приостановила авиаудары по Алеппо. Сегодня Москва изъявила готовность продлить гуманитарную паузу при условии, что исламисты не начнут наступление. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что боевики фронта Ан-Нусра отказываются покидать город.
Я уже имел возможность высказываться о том, что у нас возникают в этой связи подозрения, что есть осознанная линия на сохранение Джабхат ан-Нусры в качестве наиболее боеспособной силы, которую кто-то хочет, наверное, использовать в конечном итоге для силового свержения режима в Дамаске. Это прискорбно, потому что это напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые принимались прежде всего на основе российско-американских инициатив. Лавров также заявил, что Россия встревожена сообщениями об ударах ВВС Турции по северным курдским районам Сирии. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Умершую жительницу кыргызского села Сары-Тала хоронили 3 раза. Односельчане не позволили ей покоиться на местном мусульманском кладбище, потому что при жизни женщина придерживалась баптистско-христианской веры. Тогда для перезахоронения было выбрано христианское кладбище, но и оттуда тело пришлось выкопать из-за недовольства теперь уже христиан. Место 3-й могилы родные никому не сообщают. У жителя кыргызского села Сары-Талаа Акжола Азаева 13 октября умерла жена Канегуль Сатыбалдиева, с которой он прожил почти 50 лет. Акжол хотел похоронить жену на местном мусульманском кладбище, однако ему не разрешили, потому что она была христианкой-баптисткой. Похоже, они разрыли могилу. Она была добродетельным человеком, но она читала Библию, и они сказали, что тем самым она предала нашу религию. Между представителями различных конфессий в Центральной Азии, где преобладает мусульманское население, бывают напряженные отношения, поэтому Азаеву пришлось хоронить супругу трижды. В первый раз Акжол похоронил супругу в безымянной могиле в селе Рукту. Однако уже через час после похорон местные жители заставили выкопать тело. Тогда Сатыбалдиеву похоронили во второй раз на смешанном мусульманско-православном кладбище. Через 2 дня местные представители обеих конфессий потребовали, чтобы ее тело было перенесено. Они разрешают хранить здесь только православных. Остальные конфессии не признают. Поэтому они вообще запретили хоронить ее на своей территории. После распада Советского Союза в 1991 году Кыргызстан ратифицировал различные международные конвенции о гарантии свободы вероисповедания. Однако в отдаленных кыргызских деревнях эти документы не имеют значения. Местными муниципальными кладбищами управляют мусульмане, которые отказываются хоронить протестантов. Каждый человек имеет право быть похороненным, но не на мусульманском кладбище. Я имам, а значит представляет только мусульман. Я не могу отвечать за христиан, баптистов или свидетелей Иеговы. Дочь покойной говорит, что местный имам использовал смерть ее матери для того, чтобы дочь отреклась от христианства и вернулась в ислам. Сейчас она прячет лицо от камеры, боясь травли со стороны местного населения. Они агитируют людей, приходят на собрания, которые созывают муллы, и говорят, что баптисты хуже террористов, что они плохие. Мы живем в свободной стране, где каждый волен выбирать веру. Сам Акжол Азаев мусульманин, но это не помогло ему в поисках могилы для супруги христианки. Сейчас место ее захоронения держится в секрете. Акжол надеется, что она, наконец, обретет покой. Власти Кыргызстана решили изменить текст главного закона страны, но столкнулись с неожиданной проблемой. Свиток с текстом Конституции никто не может найти. Ни в Министерстве юстиции, ни в администрации президента. Нет документа и в главном архиве страны. И вот как это выяснилось. Кто ответит? В этой связи я хочу задать вопрос. Так где же все-таки находится подлинник текста Конституции? И в данном случае подлинника Конституции в Министерстве юстиции не было, а все подлинники остаются в администрации президента. Подлинника Конституции, принятый в 2010 году на референдуме, в аппарате президента нет. Интересно, если подлинника нет, то по какой Конституции мы живем? Никто не может ответить? Мы и в архиве искали, там тоже нет. Сейчас неизвестно, в каком госоргане или у какого чиновника находится подлинник.
Вы говорите, подлинника нет. То есть, получается, все 6 лет вопрос о том, где подлинник, по какой конституции мы работаем, то есть вы этот вопрос не поднимали, не интересовались, да? На данный момент, где Конституция, я утвердительно сказать не могу, поскольку я действительно в то время не работал. В Душанбе прошел необычный конкурс, который был организован только для отцов девочек. Папы должны были написать сочинение «Я горжусь своей дочерью». Организаторы конкурса, Фонд народонаселения ООН в Таджикистане, надеются, что подобные мероприятия помогут местным мужчинам изменить взгляд на будущее своих дочерей, рассказывает Анушервон Арипов. В 6-летнем возрасте мы отвели ее в школу в Душанбе. Учителя сначала сказали, что девочке будет тяжело ходить, и они могут приходить на дом. Я сказал, что мы ее будем сами водить в школу. У нее должны появиться подружки, и она должна научиться общаться. Дочь Гулмахмада Саторова, Шукрона, родилась с диагнозом ДЦП. И то, что другим детям дается само, Шукроне с невероятными усилиями и тяжестью. Например, ходить она научилась только к 5 годам. Сегодня ей уже 17, и она учится в 10 классе обычной школы. С учебой тоже помогает папа, с которым вместе Шукрона делает уроки. Шукрона сказала мне: давай вместе выполнять задания по английскому языку. Я согласился. Так получилось, что, занимаясь с ней, я учусь говорить по-английски. Задаю вопросы, а она отвечает. Гулмахмад старается, чтобы его дочь была как можно самостоятельнее и уделяет большое внимание ее физическому развитию. Мама водит девочку в различные реабилитационные центры для детей с особенностями в развитии, а дома с ней занимается он сам. Собственными руками Гулмахмад сделал небольшую шведскую стенку и турник. И после работы каждый день находит время для тренировки с дочерью. Я так благодарна отцу и матери, что, несмотря на мой диагноз ДЦП, я себя не чувствую больной. У меня здоровый брат и племянники, которые никогда не дают мне почувствовать себя не такой, как все. Помимо учебы и спортивных занятий, Шукрона успевает и с работой по дому. По словам ее матери, дочь сама готовит на всю семью и убирает. Она всегда помогает по дому, и я ее не отговариваю. Такой труд полезен Шухране. Около месяца назад Махмадали узнал о конкурсе «Я горжусь своей дочерью» и решил отправить фотографию, на которой вместе с Шукроной делает уроки. По словам мужчины, все их усилия не принесли бы пользы, если бы его дочь не тянулась к знаниям. Он действительно гордится ей и хочет показать пример другим отцам и дочерям. На конкурсе Махмадали и Шукрона получили приз зрительских симпатий и планшет, который необходим ей для учебы. Общеизвестно, что отцы играют огромную роль в становлении девочек в их жизненном пути. Поэтому для нас было очень важно объявить этот конкурс именно среди отцов, чтобы посмотреть, насколько отцы готовы, заинтересованы поддержать своих дочерей в жизни. И в то же время стимулировать их на продолжение поддержки в будущем. В конкурсе приняли участие больше сотни отцов в номинациях «Лучшее сочинение», «Фотография» и «Дети» в номинации «Лучший рисунок». В сочинениях отцы рассказывали о том, чего добились их дети в жизни и как они их поддерживали на пути к успеху. В Таджикистане, особенно в сельской местности, принято рано выдавать девочек замуж, а образование, тем более высшее, считается не просто чем-то необязательным, но иногда даже вредным и позорным. У нас все еще распространены патриархальные предрассудки. Зачастую девочкам не разрешают закончить среднюю школу, получить высшее или профессиональное образование. Основной целью перед девочкой ставят научиться домашнему хозяйству и выйти замуж. Поэтому для нас было очень важно, чтобы этот конкурс он стал толчком каким-то для положительных процессов и у нас в стране. Конкурс «Я горжусь своей дочерью» проводится в первый раз в стране. И в представительстве Фонда народонаселения ООН организаторов конкурса надеются, что многие отцы изменят свое отношение к дочерям. По словам Гульмахмада, его дочь готовится к поступлению в вуз в следующем году. И он сделает все возможное, чтобы у девочки осуществилась ее мечта. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. В Литве проходит благотворительная акция помощи малоимущим. В ней нуждается каждый третий житель страны. За 2 дня волонтеры собрали 1000 тонн продуктов. Литва уже является таким государством, в котором достаточно пищи для всех. Но, к сожалению, эта пища не всегда распределена поровну. Многомиллионные заработки после собственной смерти. Опубликован ежегодный рейтинг доходов скончавшихся мировых знаменитостей. 4-й год подряд в нем лидирует Майкл Джексон.
В Литве, по данным социологов, каждый четвертый житель страны находится за гранью нищеты. Чтобы помочь малоимущим, в Литве 2 раза в год проходят благотворительные акции, во время которой литовцы покупают продукты и для себя, и для бедного соседа. Волонтеры за 2 дня уже собрали 1000 тонн продуктов. С подробностями Денис Тарасенко. Официально бедным в Литве считается человек с доходом в 259 евро в месяц. Бедная семья – это 574 евро в месяц на 2 взрослых и ребенка до 14 лет. Столько зарабатывает почти 30% населения страны, а за гранью нищеты почти каждый 4-й житель. В абсолютных цифрах это 640 тысяч человек. В Евросоюзе, согласно данным Eurostat, хуже ситуация только в Болгарии, Румынии, Греции и соседней Латвии. 2 раза в год, весной и осенью, по всей Литве прокатывается волна милосердия. 8 тысяч волонтеров местного продовольственного банка дежурят в супермаркетах и собирают у покупателей продукты, которые потом раздают малоимущим. Только в прошлом году организация собрала 6 тысяч тонн и накормила 270 тысяч человек. Среди них самые разные люди. Но есть тоже такие семьи, у которых есть чрезвычайно большие расходы, как я уже говорил, или люди имеют разные недуги, или есть проблемы со здоровьем, с лечением, или бывают взятые кредиты. Иногда вот этим людям бывает, что в конце месяца уже не хватает даже на такие самые такие нужные вещи, как пропитание. И благодаря вот пожертвованиям во время акции продовольственного банка, Маистабанкас, мы имеем возможность по всей Литве таким людям помочь. Один из получателей помощи – общество людей с нарушенной психикой. В этом году его представители лично решили выйти в магазины и присоединиться к сбору помощи. Говорят, долго спорили, не хотели публичности, но в итоге решили, что цель благая, а наглядный пример важнее комплексов. Доходы у этих людей маленькие. В основном это пенсии по инвалидности, 182 евро. На эти деньги сложно прожить, ведь лекарства, коммунальные услуги, их тоже нужно оплатить. Для наших людей с нарушением психики эта акция – важнейшая помощь. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда люди не хотят, боятся участвовать в акции. Для них акция ассоциируется с демонстрацией нищеты. Все продукты обязательно должны быть с долгим сроком хранения. Одно из первых участия в акции приняла президент Литвы Дарья Грибаускайте. По мнению главы страны, накормить можно гораздо больше нуждающихся и не дважды в год, а регулярно. Для этого должна быть создана эффективная система пожертвований продуктов, срок годности которых подходит к концу. Так могли бы поступить все крупные торговые сети страны. Я ежегодно поддерживаю эту акцию не потому, что Литва бедствует. В Литве нет недостатка продуктов питания. Литва уже является таким государством, в котором достаточно пищи для всех. Но, к сожалению, эта пища не всегда распределена поровну. Торговые сети также присоединяются к акции, но четкая система пока не налажена. Сегодняшний благотворительный марафон проходит по всей Литве уже в 22-й раз. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва. В Казахстане запущен первый проект по краудфандингу «Бәрі-бірге.kz». «Бәрі-бірге» в переводе на русский означает «все вместе». Создатели проекта предлагают казахстанцам финансово поддержать новые идеи. Причем любой может как предложить, так и попросить денежную помощь. Но главное требование – идеи должны быть полезны для общества. Репортаж Дмитрия Белякова. Про народное финансирование, про краудфандинг говорят как? С миру по нитке, всем миром на идею. Поэтому, в общем-то, суть в этом. Бәрі-бірге, что переводится как «всем миром», единственная в Казахстане площадка для краудфандинга. Проект стартовал 1 августа и уже собрал свой первый 1 000 000 тенге. Анна Таджимуратова разрабатывала стартап больше года, используя опыт успешных мировых аналогов. Народный сбор средств достаточно активно практикуется в казахстанском сегменте соцсетей. В основном это благотворительность или помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Анна говорит, что современный краудфандинг – это нечто иное, со своими устоявшимися правилами. На всех краудфандинговых площадках достаточно большое количество проектов. Любой человек может на них зайти, выбрать то, что ему интересно, поучаствовать или не участвовать, или рассказать своим друзьям. И за это он получает вознаграждение. Это одно из обязательных условий краудфандинга, что каждый человек за участие получает вознаграждение. Сделай так, как хочешь, а потом наоборот. Главное, чтобы перло тебя прет и меня прет.
Главное, чтобы перло. Название нового альбома популярной казахстанской рок-группы «Лампы Оркестра» и первого проекта краудфандинговой площадки «Береберге.kz». Альбом уже записан в Екатеринбурге. Теперь музыкантам нужно около $3500 США на мастеринг композиций. В ответ они предлагают фанатам 1,5 различных вознаграждений. От привычного предзаказа альбома с автографом за $10 до полноценного концерта коллектива для крупного участника проекта. Лампы собрали уже 70% от суммы и уверены в народном сборе средств. Месседж площадки хороший. Если у вас есть идеи, если у вас есть материал, если у вас есть чем, грубо говоря, похвастаться, пожалуйста, вас поддержат. Всегда найдется там. Кто-то найдется, кто именно вас поддержит. Этим хорошо. Ты любила кино, и погоду не нашу, но если солнце светило в окно, Бойжеткен, в переводе «Девушка на выданье», кино про Алма-Ату, любовь и рок-н-ролл. Ребята из алматинского креативного агентства собирают на съемки картины около $9000 США. Отличительная особенность картины – саундтрек, полностью состоящий из песен казахстанских рок-групп. Команда пробовала собрать средства на одной из американских краудфандинговых площадок, но потерпела неудачу. Лист вознаграждений включает в себя и приглашение на закрытый предпоказ, и даже небольшую роль второго плана в картине. Но если даже этого не случится, то будем искать другие пути, будем искать, может быть, даже я уже думал о том, чтобы продать свою машину, то есть, потому что для меня это проект, можно сказать, не всей моей жизни, но для меня это моя мечта. За 1,5 месяца на bereberge.kz поступили десятки заявок. На площадку появились пока только 4 из них. Анна говорит, что в ближайшее время на площадке появятся видеоуроки с подробным объяснением, как правильно донести свою идею до аудитории. Проект должен иметь под собой какую-то почву. То есть это мало голословно сказать «я хочу что-то сделать», «я хочу построить сеть развлекательных центров, дайте мне $3 миллиона». Нет, не дадим. Ты должен что-то сделать, ты должен доказать, что это нужно людям, ты должен показать, что ты уже что-то делаешь и что ты имеешь какие-то основания, чтобы тебе поверили. Проекты с социальной составляющей будут размещаться на площадке бесплатно, а в ближайших планах у bereberge.kz сотрудничество с благотворительными фондами. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг доходов умерших знаменитостей. Расчет шел исходя из последних 12 месяцев. Первые строчки в списке заняли Майкл Джексон, Элвис Пресли, Принц и Дэвид Боуи. Мировые звезды, несмотря на собственную смерть, продолжают зарабатывать миллионы для своих наследников. Майкл Джексон за год обогатил свою семью на $825 миллионов. Легенда рок-н-ролла Элвис Пресли заработал $27 миллионов. За ним идет Принц, доходы которого составили $25 миллионов. А семья британского музыканта Дэвида Боуи получила $10,5 миллионов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Хороших вам выходных. Всего доброго.